Визитная карточка промышленной зоны Карабулака, завод по производству алюминиевых радиаторов, был построен в рамках частно-государственного партнерства при поддержке Фонда развития промышленности. В апреле текущего года состоялась торжественная церемония открытия предприятия, на которой присутствовали гости из федерального центра. Они осмотрели производственную линию и дали хорошую оценку увиденному. Это важно для нас, поскольку это первый проект в СКФО, который был профинансирован за счет предоставления льготного займа со стороны Фонда развития промышленности. Мы видим, что продукция, которая будет производиться на этом предприятии, востребована не только в округе и в республике, но она будет поставляться в другие регионы нашей страны, в частности в Москву. Мы рассчитываем то, что качественная, современная продукция, которая будет выходить с предприятия этого завода, будет востребована на строительных площадках, на девелоперских проектах в нашей стране. Это праздник для нас, для всех, потому что мы реально сегодня, создав вот такое промышленное предприятие, закрываем целое направление по импортозамещению на 25%. Так, да, повышается? Поэтому это здорово, и здорово, что все это происходит у нас в Северо-Кавказском федеральном округе. И появляются рабочие места, и стабильная заработная плата, и реальная перспектива развития региона. Приятно, что у нас будет сейчас здоровая конкуренция между заводами, предприятиями промышленного производства, как этот завод, завод по полимерным трубам, завод энергосберегающий. Это здоровая конкуренция, и мы даже возродим, наверное, советское прошлое, как социалистическое соревнование, там, конкурс какой-то проведем. Я прошу вас всех, руководство этого предприятия и особенно работников, отнеситесь душой к своей работе, к своей профессии, учитесь, нарабатывайте, делайте все, чтобы именно продукция этого завода, этого предприятия гремела далеко за пределами именно своим качеством и своей конкурентоспособностью. Особый шик этого предприятия в том, что это как частное предприятие, и огромное спасибо именно Фонду промышленности, который принял соучастие в строительстве этого предприятия. И мы вдвойне ответственны за те средства федеральные, которые были выделены для реализации этого проекта. Сметная стоимость проекта более 800 миллионов рублей. Производительность чуть больше 3 миллионов секций в год. Завод АТМ по выпуску радиаторов является проектом не только республиканского и городского масштаба. Этот проект, можно сказать, даже в рамках всей России, вот если только вот одну цифру я вам назову, есть экспорт радиаторов в Россию. После выхода на полную мощность завода АТМ 24% экспорта радиаторов в России будет перекрыт выпускаемой продукцией. На территории Ингушетии, в данном месте, где мы находимся, здесь федеральная площадка федеральной целевой программы, которая максимально создана для того, чтобы обеспечить максимально облегченную возможность ввода в эксплуатацию производственных объектов. На этой площадке федеральной целевой программы проложены коммуникации, подготовлены площадки и, соответственно, само собственное строительство в связи с этим облегчено. Общая территория предприятия составляет 7400 квадратных метров. Предприятие само состоит из единой структуры, но которая разделяется на несколько производственных участков. Первый участок – это участок литейный. В нем формируются, собственно, радиаторы отопления. Затем участок механообработки, в котором производится подготовка к покраске. И третий – и покраски, и испытания. И третий участок – участок покраски, в котором производится, во-первых, грунтовка специальными способом анафореза, и затем порошковая окраска с последующей полимеризацией.
Вот из этих участков состоит предприятие. Общая площадь производственных помещений свыше 7 тысяч квадратных метров. Завод состоит из 5 цехов, 3 из которых основные, 2 вспомогательные. Весь производственный процесс начинается с цеха плавки алюминия. Здесь из сырья в виде алюминиевых чушек выплавляется жидкий алюминий. Для этого в цехе имеется плавительная печь, спектральная лаборатория и механизмы транспортировки жидкого алюминия. Далее сырье подается в литейный цех, который состоит из 3 комплексов. Каждый комплекс имеет свою печь, литейную машину, чиллеры, миксеры, термостаты. Здесь работа выполняется по цепочке с помощью захваток. Робот перемещает трубки со стола к литьевой машине и закладывает их в специальный отсек, после чего начинается самый интересный процесс. Готовая продукция выходит, забирает робот, отбивает лишний алюминий и выкладывает на поддон секции. Отсюда она уже уходит на механообработку. Здесь максимально люди только сидят за работой, а все выполняет робот. Как сами видите, все последнее. Готовые секции радиаторов отправляются в цех механообработки, сборки и испытаний. Здесь секции шлифуются, затем сортируются датчиками по параметрам, фрезеруются и на них нарезается резьба. Здесь у нас находится механообработка. Обрабатываем наждачкой секции и собираем. Вот примерно это все лишнее уходит, обрабатывается наждачкой, делается товарный вид. Здесь мы находимся, где проверяют радиаторы. Если брак нет, под давлением воздуха проверяется. Если она пропускает, переходим опять в круг и устраняем наши недостатки. После сборки секций радиаторы подвергаются испытаниям под давлением 35-40 атмосфер. Визуально осматриваются и укладываются для передачи в цех покраски. После этого идет у нас покраситься, где красим радиаторы. Это завершительные работы уже, да? Так, нет, после покраски у нас упаковочные, где упаковываем и на продажу. Длина транспортеров в покрасочном цехе 320 метров. Здесь радиаторы проделывают длительный путь. Перед покраской их обрабатывают специальными реактивами в ваннах. Далее по ленте они поступают в анафорезную ванну. Здесь происходит процесс первичной окраски на основе электролиза при напряжении около 200 вольт. Далее по очереди сушка в печи и переход к порошковой покраске. Снова печь, полимеризация, охлаждение и упаковка. За весь этот процесс отвечает начальник цеха Ислам Боков. На производстве он относительно недавно, но всю работу изучил до мелочей. Работаю уже с сентября месяца, идея пришла, услышал, весь завод открывается по изготовлению алюминиевых радиаторов. Решил прийти попробовать свои силы здесь. С сентября месяца работаю. Именно в нашем цехе происходит, здесь регулирующие радиаторы на той стороне. Радиаторы идут, и первый этап у них это подготовка поверхности радиатора для покраски. Эти ванны полностью обезжиривают поверхность радиаторов, чтобы грунтовка, порошковая краска, чтобы хорошо ложилась на поверхность. Именно этот процесс здесь происходит. За сутки у нас проходит порядка 300 радиаторов. Не за сутки, за рабочий день, за одну смену. Плавильные печи, пресс-формы и вся необходимая техника здесь европейского производства. Радиаторы производятся с учетом итальянского опыта. Теперь региону есть что представить в сфере промышленности. И нынешняя программа ФЦП, которая реализуется в республике, рассчитана именно на развитие этого направления. Оборудование на предприятии было связано с тем, в какой сегмент рынка мы хотим войти. Сегодня в России существует несколько сегментов. Это китайские производители, российские производители и европейские производители. Мы изначально были настроены на то, чтобы занимать сегмент рынка, который занимают европейские производители, и именно в этом сегменте делать импортозамещение.
Именно в этом сегменте по количеству производимой продукции мы где-то порядка около 24-25% импортозамещения производим. Оборудование само является одним из лучших и лучшее в мире. Это печи Маркони, это обрабатывающие центры механообработки Джизетта. На покраске это датские, немецкие, чешские. Вот такого типа оборудования, которое именно обеспечивает максимальное качество и требуемую производительность. Контрактами на поставку оборудования нами было предусмотрено не только приобретение оборудования, но его шеф-монтаж и обучение работников, которые на нем будут работать. Поэтому все ребята, у нас практически сегодня работают 98% это местные ребята. Есть на ключевых именно составах, где технологи, литьевые машины, там есть несколько специалистов. Остальные были обучены во время, во-первых, шеф-монтажа, они участвовали в шеф-монтаже, и после этого проходили обучение у итальянцев, датчан, чехов, немцев, у поставщиков оборудования. Аналогов завода по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления еврокачества нет на территории СКФО и в Южном, Крымском федеральных округах, что позволяет обеспечить рентабельность предприятия. На сегодняшний день идет проработка рынка, в том числе достигнута определенной договоренности, но из-за специфики продукции окончательные все контракты могут быть подписаны и уже начата работа по контрактам только после того, как мы выйдем на полную мощность круглосуточной работы, и после этого уже окончательно можно будет выходить. Максимальная мощность предприятия запланирована проектная, порядка более 3 миллионов радиаторов в год. Строительство предприятия и выход этого предприятия на полную мощность для города Карабулак и для республики это является одним из самых значимых. Вы знаете, у нас год 25-летия, да? В рамках этого года мы широко освещали эти вопросы. И на сегодняшний день, можно сказать, в республике, мое личное мнение, это проект номер 1 по масштабам, по конкурентоспособности. Для автоматизации производства на заводе запустили первых роботов Кука, изготовленных в Германии. Как отмечают инженеры, эти железные руки позволяют в разы повысить производительность и упростить труд рабочих. Запуск предприятия обеспечит дополнительными налоговыми отчислениями как городской бюджет, так и республиканский. Кроме того, запуск завода покрывает целое направление в импортозамещении. В России, если сказать, есть производственные мощности. Если говорить о объеме рынка, то по оценкам это примерно 80 миллионов секций в год. В этот объем рынка входят как импортные секции из Китая, Европы, в том числе примерно 15-18 миллионов производимых в России. Вот если долю завода, а завод рассчитан на проектную мощность 3 миллиона 100 тысяч секций в год, если объем валовой продукции соотнести с импортируемыми секциями из Европы, ну, в частности, из Италии, 18 миллионов, то мы можем занять примерно 1/6 часть рынка по импортозамещению. Это импортозамещающее производство, это практически 24% от зарубежных аналогов на долю российского рынка, а также от 2 до 2,8% от именно аналогичного российского производства. Также этот проект позволит трудоустроить по меньшей мере более 100 человек. Производство на заводе, оно имеет ряд тоже уникальных особенностей, что также нет таких особенностей, как в регионах по СКФО. Местные власти создали для инвестора благоприятные условия для развития частного производства. Выделили участок на промплощадке со всеми коммуникациями. На льготных условиях упростили налоговую базу. Сегодня у нас в республике под руководством нашего главы Евкурова Янызбека Бамбалгеровича создаются
вы знаете, у нас несколько промышленных площадок, да, в частности, вот Карабулакской, создаются максимальные условия для привлечения инвесторов. Вы знаете, что у нас есть агентство инвестиционного развития, очень сильно в этом направлении работает Министерство экономики. У нас с агентством инвестиционного развития, вот, в частности Карабулак, подписано соглашение о совместной деятельности. Начиная с этапа подписания и до ввода в эксплуатацию любого объекта, оно сопровождается на всех этапах разными органами власти. Создаются все условия, чтобы нигде вот чиновники не тормозили, не создавали какие-то препятствия. При этом оказываем помощь, начиная от любого бытового характера и заканчивая, вот, уже стараемся, опять-таки, по поручению руководства, помочь в реализации продукции, рекламе продукции. Просим всех наших партнеров обратить внимание на продукцию, выпускаемую в городе Карабулаке. Открытие завода по производству алюминиевых радиаторов отопления – это отличный пример взаимовыгодного государственно-частного партнерства. Общая стоимость вложений – 885 миллионов рублей. Из них 500 – заемные средства, а 385 – частные вложения инвестора. Такое сотрудничество говорит о том, что в республике уделяется большое внимание вопросу привлечения инвестиционных средств в экономику региона.